Каждый раз, оказываясь у какого-нибудь степняка, проездом или так, проскакивая мимо, глядя на нехитрый быт степного подворья, невольно задаемся вопросом, что же нужно простому труженику для безбедной и стабильной жизни. Так уж заведено на селе, что не только скотник на стоянке, но и каждый предприимчивый сельчанин является владельцем личного подсобного хозяйства – ЛПХ. Чем лучше идут дела у владельца ЛПХ, тем лучше для государства и страны. Но без вмешательства того же государства в нынешней России развернуть деятельность ЛПХ оказалось практически невозможным. Для развития нужен стартовый капитал. Для того, чтобы вырасти этих буренок, нужны качественные корма, которые нужно быстро и в срок заготовить. Стало быть, нужна техника. Чтобы приобрести технику, нужны средства. А чтобы получить наибольшую отдачу от разведения хозяйства, нужна продуктивная порода скота, которая тоже стоит денег, и немалых. Для оказания помощи владельцам ЛПХ власти решили их финансировать, но с возвратом. Были созданы сельскохозяйственные банки для выделения кредитов из суд. В целях упрощения отношений между кредитуемым и кредитором решено было повсеместно создать кредитные кооперативы. Об одном из таких кредитных кооперативов и состоит наш рассказ. Межрегиональный общественно-политический журнал «Байкал». В первом номере этого журнала за 2009 год помещен материал, рассказывающий о деятельности сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Рассвет». Поселок Могойтуй – это центр Могойтуйского района Агинского-Бурятского округа Забайкальского края. Кооператив «Рассвет» находится в этом поселке. Председателем кооператива является известный и уважаемый в крае человек Владимир Рабданов. Как пишет журнал, кооператив «Рассвет» не нуждается в представлении даже на российских просторах. В сентябре 2008 года, согласно рейтингу журнала «Сельский кредит», он вошел в 100 лучших сельских кооперативов России. Признания на федеральном уровне добились за 2 года своей деятельности. В этом заслуга его председателя Владимира Рабданова. Мы начали работать с мая месяца 2006 года. Учредителями являются сельхозпроизводители, личные подсобные хозяйства. В свое время паевой фонд создали за счет учредителей, собрали 300 тысяч рублей, и с этих денег мы начали свою деятельность. Владимир Рабданов родился в 1938 году в селе Дагой Могойтуйского района Агинского-Бурятского автономного округа. По окончании Читинского техникума электрификации и механизации сельского хозяйства и Благовещенского сельскохозяйственного института работал в колхозе, возглавлял комсомольскую организацию, был главным экономистом, главным инженером, первым заместителем Могойтуйского районного агропромышленного объединения, работал председателем колхоза России, возглавлял правление коммерческого банка Могойтуйский, затем администрацию Могойтуйского района. Избирался депутатом окружной думы и ее спикером, представлял Агинский автономный округ в Совете Федерации Законодательного собрания Российской Федерации, является заслуженным работником сельского хозяйства России. Награжден орденом «Знак почета», медалью за заслуги перед Читинской областью. Ныне возглавляет Совет ветеранов района и Федерацию шахмат Могойтуйского района, буддист, член Координационного совета Цугальского дацана. В 2006 году огромную помощь оказали районная администрация, которая выделила 1 470 000 рублей. Это бюджетный кредит, который мы возвратили в декабре месяце того же года. И также 8 миллионов рублей. Бюджетный кредит нам дала администрация Агинского-Бурятского тогда автономного округа. Вот мы на эти деньги практически работали до 2007 года. И в 2007 году
Также огромные деньги выделила администрация поселка Могойты, где мы работаем, где мы находимся и обслуживаем граждан, хозяев личных подсобных хозяйств поселка Могойты. Сегодня Могойтовский кредитный кооператив стоит на ногах достаточно крепко. Для посвященных эти цифры говорят о многом. Активы, резервный фонд, взносы и займы – это тема общения и обсуждений для специалистов финансовой сферы. Очевидно, что до создания кредитного кооператива его председатель Владимир Рабданов прошел сложный и достойный путь становления умелого руководителя и расчетливого хозяйственника. Об этом же говорят и его пайщики, владельцы своих подсобных хозяйств. Те личные подсобные хозяйства, получившие помощь у кредитного кооператива «Рассвет», развиваются. Балто Будуевич – настоящий труженик на своем участке. Нам нужно в свое время держать личный скот, овцы, свиньи и так далее. Вот как раз на это дело очень нам помогло кооператив «Рассвет», который был создан в 2006 году. Благодаря товарища Рабданова Владимира Рабдановича. Поэтому мы очень благодарны кооперативу «Рассвет». В нужное время мы всегда получаем финансовую поддержку. В 2007 году где-то 7 голов молодняк купили, и до сих пор с того времени у нас и развивается личное подсобное хозяйство. Это даже очень хорошо было. И благодаря тоже кооперативу «Рассвет» в индивидуальном хозяйстве мы купили китайский трактор. С того момента мы даже не нуждаемся в другой силы, которая нам помог бы в кошении сена. И трактор есть, и сходы есть, и сено вовремя косим. Поэтому мы очень благодарны. К работе следует относиться с выдумкой, применяя дедовские способы и смекалку, смеется он. На первый взгляд, в кормлении скотины ничего особенного нет. Вывалить ведро с кормом в корыто – дело нехитрое, однако нужно знать технологию кормления с учетом погодных особенностей на данный момент. Нужно разбираться в качестве сена, а для этого знать сроки кошения травы, разбираться в качестве травы, соблюдать особенности пастьбы в зимнее и в летнее время. Словом, везде нужен хозяйский опыт и знания. Обязывает долг, так как ежемесячно нужно выплачивать определенные проценты кредита. Цепилма Самбаева выращивает поголовье свиней. Живой вес каждого из этих особей свыше 100 килограммов, а ведь их отделили от матки всего полгода назад. Кредитный кооператив «Рассвет» очень нам помог, говорит Цепилма Самбаева. Владимир Рабданович работал нашим председателем в Дагое. Давно его знаем, и без его помощи нам бы пришлось туго, говорит она. Действительно, на такой устаревшей технике далеко не уедешь. Иметь маленький трактор – мечта каждого фермера. Навесные орудия тоже нужны. Тут-то и требуется помощь кредитного кооператива. Цимжит Мажамсранова, помимо своей основной работы в учреждении, занимается трудом в своем ЛПХ. Молоко свое.
Раз и есть молоко, значит и масло со сметаной на столе и хлеб пекут сами, а излишки молока идут на реализацию. Это ее доходы от ЛПХ, а средства заработной платы от основной службы в учреждении пригодятся для более крупных нужд. Люди, несмотря на свою работу, люди работают и держат большое подсобное хозяйство. Поэтому им нужны, бывают, деньги для покупки техники. Особенно сегодня люди все покупают китайские трактора и навесное оборудование, покупают корма, ГСМ. Поэтому наш кооператив идет всегда навстречу и помогает людям такими деньгами, которые нужны для приобретения кормов, семян. Особенно вот в поселке Могойты все занимаются огородничеством, выращивают овощи, картофель. Поэтому в любое время им мы предоставляем возможную сумму, и также вот приходится контролировать целевое использование этих денег. Помимо основной работы мы занимаемся разведением подсобного хозяйства, на котором нас поддерживает кооператив «Рассвет». Помимо приобретения тракторов и сенокосилок, кредитные средства, полученные в кредитном кооперативе «Рассвет», идут на увеличение поголовья владельцев ЛПХ, строительство кошар, свинарников и других хозяйственных построек. Более того, поддерживая владельцев ЛПХ, кооператив выдает кредиты даже на проведение свадеб. Мы даже даем деньги на свадьбы, потому что человек, например, вот летом проводит свадьбу, забивать скот невыгодно, лето. Кондиции нету, и мясо портится, там прочее, нажировки нету. Поэтому мы даем даже вот на такие мероприятия, чтобы человек сохранил свой скот, и по прошествии времени, при нагуле, чтобы этот скот потом реализовал. Потому что это все равно вот, наше население живет за счет скота. Многие, потому что сегодня вот промышленные предприятия, и кроме бюджетников, практически живут за счет личных подсобных хозяйств. Поэтому мы стараемся таким образом сохранять поголовье скота. Как пишет журнал «Байкал», девиз авторитетного и известного кредитного кооператива «Рассвет» – помогать людям, и это не пустое обещание. Люди все чаще обращаются сюда за помощью, и, как правило, большинство из них получают эту помощь. Коллектив кооператива небольшой, их всего 4 человека, и всех их волнует дальнейшая судьба кредитуемых пайщиков. Главный бухгалтер Сапилма Дашиева работает со дня основания кредитного кооператива. От ее мастерства во многом зависит дальнейшее благополучие кооператива. На сегодня актив баланса кооператива составляет 24 миллиона 600 тысяч рублей, в том числе собственных средств 1 400 000. И я как бухгалтер хочу, чтобы наши пайщики всегда получали займы, и чтобы кредит совпадал с дебетом. По своей работе хочу пожелать, чтобы благосостояние наших пайщиков улучшалось, ведь от этого зависит положение кооператива. Хочу пожелать нашему кооперативу дальнейшего процветания. Сегодня кооператив «Рассвет» имеет более 640 пайщиков. От благополучия каждого пайщика зависит благополучие и кооператива «Рассвет». В целом в Огинском округе сегодня функционирует 42 подобных кооператива. Кооператив «Рассвет» лучший среди них. Таким образом, на селе осуществляется связь звеньев банк-кооператив-потребитель. В ходе ревизии мы проверяем ведение бухгалтерского учета, порядок получения и возврата кредитов. И с каждым годом оборотные средства, активы увеличиваются, кооператив развивается, расширяет
спектр услуг членов для кооператива. Вот в Агинском округе 42 кооператива на сегодня. Было 38, сегодня даже продолжает создаваться, потому что потребности в них увеличиваются. Люди хотят получать деньги, потому что кооперативы, они ближе всех. Банки далеко, банкам оформлять в банках трудновато. Не каждый сможет, но кооперативы в каждом селе. Это очень удобно, во-первых. Во-вторых, там оформление более проще, чем в банках. Поэтому я думаю, что в любом случае, вот, я был в Москве вот, на конференции кооперативов, там прямо сказали, что это банка, например, вот, Россельхозбанк, для него будет приоритетным работа с кооперативами. То есть могут в будущем стать так, что кооперативы будут посредниками между банком и потребителем. Потребитель – это наш хозяин личного подсобного хозяйства. В свое время администрация Агинского округа предприняла конкретные шаги для того, чтобы создать инфраструктуру кредитования сельских владельцев личного подворья. Вот, и поэтому в рамках этой программы были созданы 13 кооперативов в нашем Огойском районе, в том числе сельский кредитный кооператив «Рассвет». В целом сегодня кооператив «Рассвет» наряду с кредитным кооперативом граждан Могойского района является наиболее крупным кредитным кооперативом, который практически выполняет все задачи, которые практически возложены на Россельхозбанк. И учитывая положительный опыт деятельности этого кооператива, было принято решение рекомендовать, чтобы Владимир Адамович Рабданов, как председатель кооператива, стал во главе окружного кооператива второго уровня, который в последующем стал называться кооператив АГА второго уровня. И сегодня мы тоже для того, чтобы расширить портфель и кооператива АГА, и «Рассвет», и значит и остальных кооперативов, решаем вопрос о кредитовании через Россельхозбанк этого кооператива для того, чтобы более полно решить все эти задачи, которые стоят перед этим кооперативом. Кредитный кооператив «Рассвет» никогда не остается в стороне от общественной жизни района, часто выступает спонсорами. Сам Владимир Рабданович, являясь членом Совета Сугульского досана, принимает самое активное участие в хуралах этого досана. В его родном селе Дагой строится ступа, посвященная его земляку, выдающемуся ламе-астрологу Лобсамбальджер, разработками которого пользуются все астрологи мира. И здесь ему приходилось выступить и в качестве спонсора, и в качестве координатора по строительству ступы. Перед закладкой в ступу духовной литературы, в данном случае знаменитого Ганджура, Владимир Рабданович наравне со своими односельчанами проделал пеший путь Горо длиной свыше 20 километров вокруг села. Вообще, говорить о самом Владимире Рабданове можно бесконечно. Несмотря на свой 70-летний возраст, он все еще остается полным сил и здоровья. Пока в здоровом теле здравствует здоровый дух, дела и проблемы нашего бренного мира не страшны. Таким людям под силу дела и более крупные.